Ты это сделал. Все, Гуга, ты меня достал. Будем стреляться сегодня же. Да хоть сейчас. Знай, все будет по-настоящему. Сослан, иди сюда. Где твои пистолеты? У меня. А откуда у тебя пистолеты? Не твое дело, нашел. Ну что, дашь на дело? Ну, если надо. Надо. Встретимся на развалинах. Договорились. Здравствуйте, капитан Боев. Я сейчас не могу говорить. У меня очень-очень важное дело. Перезвони мне минут через 20. Алина Георгиевна, там Алан и Пашка на развалинах. Ну и что? У них пистолеты настоящие. Какой ужас! 3, А может, 4, надо? 5, 6, Пистолеты кто принес? Я принес. Мои пистолеты. 9, Отдай, говорю. 10. Гони, я сказал. Стоять! Убрал ствол! Пашка, что ж ты делаешь, дурачок? Где взял? Где взял, спрашиваю? А вы куда смотрите? Никому ни слова. Козырева узнает, всех нас уничтожит. Для этого сюда приехал. Вперед! Я вам устрою. Шагай. А с вами я отдельно разберусь. Чего стоишь? Нам еще дуэли не хватало. Пашка и Алан просидели в карцере ровно 72 часа. Отсидев они, как говорится, от звонка и до звонка, под амнистию не попали. Амнистия – это когда дают срок, но потом пожалеют тебя и отпустят раньше. Фешев. Ауай, утравстар, мабону окунал. Да бон хош. Здравствуй. Послушай, чего ты опять явился? Ты меня позоришь перед директрисой. И Лиза тоже привыкнет. Я не могу больше без тебя, понимаешь? Мне одиноко, Дорогой Марш, Бог, Марина. на третий день, когда пацанам Темур приносил еду вместо Лили, я увязался за ним. За что? Я знал, что Темур мне не откажет. Он посмотрел налево, посмотрел направо, убедился, что никто не следит, махнул мне, и я из-за угла за мгновение вырос рядом с ним.
Паш, чё ты такой злой? Вот я сирота, а ты-то чего? Не твое собачье дело. Ну что, корова оттелилась? Салфандой отделилась. Теперь О. твои руки нужны. Да, ярко нужна, да? Нет, хозяйка, жена нужна. Жена нужна. Ну, ищи, дорогой, ищи. У меня искривление позвоночника. В карточке так написано. Тебе еще и не такое напишут. Между прочим, горбатым могу вырасти. Ты не расти. Болезнь. Вот у меня, блин, это болезнь. Ну и что за болезнь? Поклянись, что никому не скажешь. Да клянусь. Я, может, умру скоро. Ну ты даешь, умру. Кто тебе это сказал? Слушай, что мне врать? Я у врачей подслушал. Некоторые люди долго болеют и не умирают. А у меня все быстро будет. Сначала ноги отнимутся, потом руки, потом конец. Но может ты не так все понял? Я тебя очень прошу, не трогай Алину Георгиевну. Я ее люблю. Как мужчина люблю, понимаешь? Да я твою Алину Георгиевну терпеть не могу. И вообще, у нее роман с Будаевым. Замолчи! О, Георгий, ой, штуркачин ладжиному. Табатр ладжином. Там как камаю? Засеты. Засетай, даванта. Парно батта. Агаш саут, кайла путаш тут кайши Рам махта. кушкетен. Адон тафа. Даном кудуда. Билар маном. Билар, ой, форжному. А соглаченому Билар. Отцайна. О, Дахона мадакат бират, амончину. Хоршкунта каттериттер кутхашай, ахамар падават. Ода байкуш. Асыха барарсыт, баржон хохы цуппыл. Юсаргаш, ехи баржон шишта, оларвма. Это происходило высоко в горах. Орел поднялся в небо, сложил крылья и камнем упал вниз на скалы, замертво. В это время прилетели другие орлы. Приземлились вокруг собрата и начали раскачиваться, словно исполняли какой-то ритуальный танец с громкими криками. Так они прощались с собратом. Затем орлы стали подниматься в небо. Последними взлетали молодые. Один из них схватил павшего и поднялся высоко-высоко. Говорят, что существует кладбище орлов. Но это никто никогда не видел. А ты бы мог, как тот орел, а? Я еще. Ого-го! Ого-го! Вот увидишь. Увижу.
А где ребята? Здесь, рядом. На свадьбу убежали. Хочешь? Давай. А нам за это не влетит? Влетит, конечно, если Лизавета узнает. Ты на автобус не опоздаешь? Я остаюсь. Может, на свадьбу сходим? Дорогой Бог, обращаюсь к тебе с очень большой и серьезной просьбой. На свадьбу с пацанами не пошел. Мне надо было успеть с письмом к тебе. Алан прямо сейчас хочет повезти Пашку к Синей горе. Он ведь болен. Я каждый день молюсь за него и за всех тоже. Пожалуйста, если ты не будешь очень занят, присмотри за ним оттуда. В горах столько дорог, а им нужна та, которая ведет к Синей горе. У нас такая традиция. День праздника – это свадьба или еще что-то такое. Люди идут к Синей горе за желанием. А какие праздники там, у вас? Как поживают ваши небесные племена, дорогой Бог? Главное не ошибиться дорогой.
все рядом. Надо идти по прямой. Иди. Юна Качан Хосау. Та буду над Бахош Макамажен Сарды. Господи, помоги мне. Я не хочу умирать. Oiu dönüşkanak kusav. Tabu da khisa. Duva kashtar amont dombayvat. Weppatter arfa gondut. Kusav farsı. Bujn. Amont nut weppatter. Сина хабарта ирштон фулдар кудва, вай хусау бафандат. Каштарте сарам бомбироват, амар пагондут. Хат? Wassaram bombira. Хиштар ташлут, ама вакабут хурей. Бафшадна. Амон чнут бужна. Аргабар котоне казалма, уитаман ражен далвишен, маман кашишгай машарма, макарана уйадис. Ребята, люба братцы, жить с нашим атаманом не приходится тоже. Что себе позволяете, а? Елизавета Амурхановна, но они же дети. Дети? Вы что, их больше меня любите?
Да вы посмотрите, какой жестокий мир там. И он их завтра ждет. Дорогой Бог, благодарю Тебя за помощь Пашке и Алану на Синей горе. Но я хочу тебе рассказать о той свадьбе, куда я с пацанами не пошел. Представляешь, невесту по дороге в дом мужа украли. Об этом у нас писали в газете «Кавказские хроники». И как ты думаешь, кто украл? Тот, кто любил ее. У нас так бывает. Писали также, что люди на вертолете были связаны с этим делом. Коля, я видела, у тебя телефон есть. Ну, есть. А что, нельзя? Да нет, ничего. Можно я позвоню? Я недолго. Дозвоните, Алина Георгиевна. Алло? Да. Кто это? Это я, Алина. Алина? Ты откуда звонишь? Чермен, нам нужно поговорить. Алина, я тебе все сказал. Чермен, я прошу тебя, выслушай меня. Алина, послушай. Перестань звонить. Ты меня шантажируешь своими звонками. Ты это понимаешь? Чермен, я люблю тебя, слышишь? Я не могу без тебя. Ты вызываешь у меня чувство вины. Ты меня достала. Подожди. Алло. Ну ты где? Ну я жду тебя. Обещаю. Стоять! Куда? Сучата! Телефон выхватили. Чего тебе не хватает, я спрашиваю тебя. Ну? Я же старая уже. Старая? Ты? А тогда какая я? Я. Простите. Ты думаешь, что? Мне любви не хочется? Или что? Мне ласки не хочется? Нежности мне не хочется? Да я же ночами не сплю. Я жду, когда утро наступит. Чтобы прийти вот сюда, слышишь? Сюда, сюда, сюда! Не помешал? Пилар, только не сейчас, слышишь? Я прошу тебя потом, попозже. Пожалуйста. Ну что на нас подумал? Дуры. Две дуры. Все. Это конец. Я знаю все. Он знает тоже. Больше не приеду. Это не выход. Ему поддержка нужна. Уладил свои дела. Не тюрьма же? Ничего, все получится. Просто нужно время. Сгоева, я тебе говорил, что между нами все кончено? Говорил или не говорил? Здоров. Что ж ты письмами своими дурацкими меня засыпаешь? Черочка то, черочка сё, я тебя люблю, давай начнем все сначала. У меня своя жизнь, пойми, своя жизнь, и тебя в ней нет. Что ж ты прилипла ко мне, как тварь? Перестань! Прекратите! Слышите? Дети смотрят, Билар! Что вы делаете? Рука, сука, отпусти руку! Мудак. Мразь.
Пожалуйста, не делай так больше. Еще раз увижу его здесь, убью. Что тебе сказала? Вон! Марш, марш в палату! Ах ты, старый развратник, а? Ты какой же их жизни-то учишь? Лизавета Мухановна, это же Феллини, Феллини. 8,5. Вот поэтому твоя вторая половинка и не выросла. Выступает звезда Кавказа Диля. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Alina, happy birthday to you. Абун фарсиной жаром, кушуалар в монажарт, уаржам, 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 махвандия год васарт. Смирнов, ты что за стриптиз устроил? А ну-ка, марш в постель. Всем спать быстро. أنا سمعشاو أسمع يكنجي خلفي Шылма бажат. Осторожней. Авто. Кадам. Сюда. Ага. Шабр, шабр, шабр. Авто. Павалата. Темур, я тебя прошу, пойди посмотри, в палатах все тихо? Авай. Никто не должен знать. Лиза, чего ты боишься?
Хашби, мы спасены. Скажи, он на самом деле был здесь? Что ты? Если бы это было так. Узнаю тебя, Лиза. Дорогой Бог, в прошлом письме я написал тебе о нашем будущем юбилее. Мне стало неловко. Вдруг ты подумаешь, я что-то прошу. Таких интернатов, как наш, миллионы на земле. А ты высоко, на вершине. Скажи, а почему люди стремятся оказаться на вершине? Чтобы сделать хорошее или чтобы украсть побольше? Только не подумай, что это и тебя касается. Ведь и ты на вершине. Сегодня Роберт сказал мне, что когда он окончит интернат, будет печатать книги. Обещал и мою книгу напечатать. Правда, я ее пока не написал, но название придумал. «Полет с осенними ветрами» или «Пока плывут облака». Эта книга будет о тебе, дорогой мой Бог. Какое название тебе больше нравится? Напиши. Ответил бы хоть на одно мое письмо. Ну ладно, я не обижаюсь. Тебе столько пить, наверное, у тебя нет времени даже поесть. Мне приснился сон. Вдруг наступила зима, и тут же сразу весна. Солнце, подснежники. Они появились почему-то раньше срока. На всей земле были только подснежники. Я шел по ним, они не ломались, гнулись и снова выпрямлялись. К чему это, не знаю. Алан! Алан, проснись! Что опять? Пашка пропал. Что значит пропал? Его всю ночь нет. Кто-то ходит. Никого там нет. Что ты там видел? Ничего. Не придуривайся. В учительской. Там никого не было. Ты врешь. Врешь. Даймак фдамашчитуар. Артхутак фешт кана артаха ватай. Эйджиди вадахимаран кунахист хусау таригадл. Ожатта куднисаяк. Кудмангамак омахшина маммана дуньял аппаттар. Аганон варх. Шимдериш сарт. Рашт вардидон кушхампалвае. Уяу. Алик, не бойся, ты же Гамлет и должен людям правду рассказать. Алана, иди сюда. Алана, Роберт, отпусти Офелию.
Начинайте. Смелее. Па, а когда домой поедем? Скоро, сынок. А скоро это когда? На Новый год заберу вас домой. Точно? Точно, родные мои, обещаю. Дорогой Бог, ты не всегда справедлив к нам. Где же ты был, когда у нас все начало гореть? Ведь в этих мастерских, кроме декораций к спектаклю «Гамлет», были подарки, которые Елизавета Амурхановна хранила для нас к юбилею. Наверное, она права в своих словах. Не проси у Бога справедливости. Если бы он был справедлив, то наказал бы в первую очередь тебя. Ну что, Елизавета Амурхановна, нашему юбилею хана? Больше писать писем тебе, дорогой мой Бог, не буду. Ты, кажется, покинул нас. Маилштон клабавшадин, ажарынай давал, ажай гутан дажардая, мажардадын датын. Ажай гутан дажардая, мажардадын датын. Маилштон далаката, набафштон шатын. Набафштон шатын, ажай гуртан да жардая, мажардадын датын, мажардадын датын. Господин губернатор, республиканское телевидение, скажите, пожалуйста, какова дальнейшая судьба интерната? Что ждет этих детей дальше? Как что ждет? Самое светлое. Ведь мы всегда хотим как лучше. В общем, я хочу взять Алана к себе. Правда, не знаю, как это делается. Ты же знаешь, это доверяют только семейным людям. А ты одинокий, разведенный. Не спеши. Он мальчик трудный, самолюбивый. Мы с Алиной уже все решили. Фиктивный брак? Почему фиктивный? Самый настоящий. Ну ты даешь, Будаев. Не ожидала. Вот это да. В этом доме в 1829 году останавливался великий поэт и большой долгосетин Александр Сергеевич Пушкин. Тасарамбомбира. Наши друзья. Ирасар. Пожалуйста, прошу вас. Теперь это станет славной страницей в истории интерната. Вот видите, ничто не сломило вас. Даже пожар. Спасибо. А тут еще такая великая находка. Сам Пушкин был здесь. О, большой друг осетин. Браво, браво! Я думаю,
Юбилей удастся. Спасибо. Хочу сказать, это все благодаря нашему дорогому Хашби. Родену. Да, Родену. Даже Роден был здесь. Нет, к сожалению, Роден не доехал до нас. Па, ты не обидишься, если я перееду к маме жить? Ты обдумал все хорошо? Угу. Но сейчас я могу тебе дать больше, чем мать. Но ты дал мне уже все, что мог. Ну зачем ты так замуж? Поздравляю всех! Я вечно с вами. Спасибо за доверие. Сегодняшний наш юбилей подготовлен силами нашего интерната. К счастью, Бог нас талантами не обделил. Baltona fanda jahana baloi, falani yaga gana sonna vayoi, fanda makapul fanda fanda goi, fanda fanda bina de fanda goi, fanda makapul fanda fanda goi, fanda fanda bina de fanda goi, fanda makapul fanda fanda goi, fanda fanda bina de fanda goi. Дорожихай. Фандер. Дай, присяду. Что-то мне плохо. Алан, ты иди, я посижу. Ну как, Паша, мы же там вдвоем хотели. А ты можешь? Могу. Молодец. Дай воды. Я сейчас, Паша, принесу. Паша проболел всю зиму. В интернат он больше не вернулся. Алан иногда ездил к нему в город. Часто нам Лизавета Амурхановна говорит, что жизнь – борьба. Если жизнь – борьба, то о каком счастье говорит рождение человека?
Борьба не может быть счастливой, потому что всегда приносит боль и страдания. Этот грузовик нам подарил губернатор на наш юбилей. И теперь каждое утро на нем приезжает Алина Георгиевна и Белар Булатович. Такие вот дела, дорогой мой Бог. По синему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете, плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете, плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети.